эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саканская. Здравствуйте. Вот о чем расскажем сегодня. Еще два города Якутии, Мирный и Нерюнгри, станут участниками программы доступного арендного жилья. Механизм был разработан по поручению президента России Владимира Путина. Праздник для будущих мам. День беременных отметили в перинатальном центре Якутска. Неделя космоса в Якутии. Подведены итоги первого регионального чемпионата «Воздушная инженерная школа». Ребята вели разработку над собственными спутниками. Более 55 тысяч куличей планируют испечь к празднику Пасхи в якутском хлебокомбинате. В этом году православная Пасха отмечается 12 апреля. 350 юных патриотов в строю. В Нерюнгринском районе с размахом прошла зорница 2-0. 35 команд боролись за победу. Для семей с детьми с лета этого года будет доступна новая мера социальной поддержки. Ежегодная семейная выплата. Согласно условиям, подать заявление могут семьи с российским гражданством, с постоянным местом жительства, воспитывающие 2 и более детей в возрасте до 23 лет. Помимо этого, средний доход семейства не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума. Если обращение за выплатой будет подано в 2026 году, то будут учитываться доходы за прошедший год. Отделения Соцфонда России начнут принимать заявления только с 1 июня до 1 октября текущего года. «Заезжай и живи». Еще два города Якутии, Мирный и Нерюнгри, станут участниками программы доступного арендного жилья. Механизм был разработан по поручению президента России Владимира Путина. Так, с 2024 года договор аренды заключили 117 специалистов. О том, как обжились новоселы, расскажет Саргалана Неустроева. Свою небольшую евродвушку недалеко от центра Якутска Сергей Сыроватский снимает всего за 11 тысяч рублей. Разница с рыночной стоимостью колоссальная. И нет, Сергей не арендует у родственников или знакомых. Договор он заключил с государством по программе доступного арендного жилья. В последний день приема заявок буквально отправил через госуслуги заявку. Ну и все, и до ноября забыл. Потом в конце ноября я поехал в командировку и был без связи на севере. В город приехал, мне звонят и спрашивают: а вы будете здесь жить? Я говорю: да, конечно, но все, подходите. Таким образом, в Якутске и Алдане жилье получили 117 молодых специалистов. Договор с ними заключается на 3 года. При желании его можно продлить. И приятной не только стоимость аренды. Во всех квартирах свежий ремонт, новая мебель и бытовая техника. Мебель здесь вся была. Я докупил вот только микроволновку, чайник и матрас. Все остальное здесь было. Вот, бытовая техника вся была. Очень, заезжай и живи реально. Кстати, заехать в такое жилье могут не только молодые специалисты, но и участники СВО и члены их семей, а также студенты. Главный критерий – платежеспособность и отсутствие жилья в собственности. Пока, правда, заселиться не получится. Все дома уже заняты. Но уже скоро в Якутске и в других городах ведут новые объекты. В 2026 году планируется сдать еще 810 квартир в 4 городах республики: Якутск, Алдан, Нерюнгри, Мирный. Всего в планах республики 1003 квартиры. На сегодняшний день по программе уже построено 2 дома в городе Якутске и 1 дом в городе Алдане. Всего 193 квартиры. Ну а если для вас наличие коллег за стенкой явный минус, то подумайте о том, что в таком доме точно будет соблюдаться тишина и порядок. Таковы требования Центра развития жилищных программ, специалисты которого проводят ежеквартальную проверку помещений. Саргалана Неустроева, Иван Сракаумов, Якутск. Проблемы строительства ряда социальных объектов обсудили на совещании правительства Якутии под председательством вице-премьера региона Дмитрия Садовникова. Речь идет о возводимых объектах образования в 4 районах и в Якутске. При этом самые крупные из них – школы на 450 мест в Намском и Сунтарском улусах. Как отметили участники совещания, сроки по многим объектам были смещены. В настоящее время строительство ведется по обновленному графику. Отставания нет, но имеется ряд проблем, среди которых наиболее важная – нехватка финансирования. Вопрос держится под контролем правительства. В селе Намцы срок ввода у нас установлен к концу года, но сегодня Дмитрий Дмитриевич поручил ориентироваться влево и сдать объект 1 сентября. По объекту в городе Якутске у нас строительно-монтажные работы полностью завершены. У нас остались работы по
по территории. Сегодня была озвучена проблема по устройству ограждения. Сегодня по всей стране отмечается День беременных. В перинатальном центре города Якутска прошло мероприятие в рамках общероссийского общественного проекта всебеременным.рф. Подробности в материале моих коллег. В Якутии уделяет особое внимание поддержке молодых семей, развитию института брака и рождаемости. В этот день в перинатальном центре города Якутска состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню беременных. Сегодня в нашем перинатальном центре День открытых дверей. Мы пригласили беременных города Якутска и беременных, которые у нас лежат в нашем перинатальном центре, для того, чтобы их сегодня поздравить, чтобы женщины посмотрели, в каких условиях они будут рожать, для того, чтобы они посмотрели и познакомились уже, возможно, с своими врачами. В рамках событий специалисты подчеркнули важность подготовки будущих мам. Для этого в перинатальном центре функционирует школа матери и ребенка, где будущие мамы учатся правильному уходу за новорожденными, грудному вскармливанию и психологической подготовке к родам. Вообще роды и беременность – это командная работа. Мамы, папы и нас, медицинских работников, которые мы ведем и помогаем, чтобы на свет родился их долгожданный малыш. На базе нашего перинатального центра проводится школа матери и пап, где мы их обучаем, проводим экскурсии. Также у нас выступают врачи, которые по своему профилю выступают. Врач-акушер-гинеколог, врач-неонатолог, консультант по грудному вскармливанию. Также с нами сотрудничают Министерство труда и социального развития, которое рассказывает о мерах поддержки, которые у нас есть в Российской Федерации и в Республике Саха-Якутия. Благодаря экскурсиям и достоверной информации из первых уст выросло число партнерских родов, в которых активно участвуют и будущие отцы. Мы посещали школу для беременных, и мы ее уже закончили, прошли заранее, чтобы потом об этом не переживать. И, соответственно, из школы мы узнали о данном мероприятии. И поэтому сегодня мы здесь. Школа нам очень понравилась, мы узнали очень много нового. У нас планируются партнерские роды, и мы с мужем посещали школу вместе. Это мой первый ребенок, наследник, и я должен быть готов ко всему. Также поддерживать свою любимую жену в ее нелегкий период. Я знаю, что беременность – это тяжело. В этот день для будущих родителей персонал перинатального центра подготовил насыщенную программу. Провели экскурсию по родовому отделению. В фойе была организована консультация врачей, а также мастер-класс от ведущего шеф-повара по правильному питанию. Беременным очень нужны витамины, как раз наша рыба чир, например, очень богата белками, омега, жирные кислоты, то есть свекла. Мы сделали паштет со свеклой, с брусникой, то есть с национальным колоритом, с творогом, сделали полезный хлеб, то есть это все попробовали, всем очень понравилось, то есть это было максимально просто, максимально быстро и очень полезно. В перинатальном центре созданы все условия для комфортных и спокойных родов каждой женщины. Подобные программы помогают создать условия для рождения и воспитания здоровых и уверенных в будущем детей. Александра Черноградская, Артумен Наговицын, Якутск. В Якутской республиканской офтальмологической клинической больнице открылась художественная выставка «Аяр Артыгым». В экспозиции представлены работы Агафьи Захаровой, преподавателя Намской детской школы искусств. О практике размещения картин в медучреждении и работе врачей за пределами операционных расскажет Анастасия Пуляева. В офтальмологической больнице считают, что на процесс реабилитации пациентов влияет не только лечение, но и окружающая обстановка. Практика проведения выставок здесь стала постоянной. Стены коридоров оборудовали специальными креплениями для картин якутских художников. Тема творчества, тема связи с зрением, с офтальмологией. И в том плане, что мы всегда такие вещи поддерживаем. Если к нам выходят художники, без всяких проблем мы все картины вешаем. Поэтому мы специально здесь подготовили штанги для того, чтобы картины здесь могли вывешиваться. А начало положили тоже в 2022 году как раз с Мирой Аргуновой, художницей. Помимо работы в Якутске, специалисты больницы регулярно выезжают в командировки в новые регионы страны. Там офтальмологи проводят массовые осмотры и хирургические операции. Среди пациентов была жительница ДНР, которая из-за катаракты в течение 10 лет видела только силуэты.
После операции она впервые смогла полноценно увидеть своего 5-летнего внука. Эмоции переполняли как нас, так и ее дочку. Внук даже подошел к ней, говорит: о, бабушка, у тебя ты как терминатор, у тебя там искусственный глазик, потому что он поблескивал. И почему она так врезалась в глаза? Почему? Потому что я помню, как она заходила к нам в кабинет. В этот момент там невооруженным глазом уже был виден диагноз. И мы с коллегами сразу определили, что надо делать это все в один день. То есть сначала вот первый глаз сделали, на следующий день второй, и человек был просто счастлив, ну а мы вместе с ним. Подобных историй в практике больницы тысячи. Сегодня коллектив клиники продолжает совмещать высокотехнологическую помощь с социальными и благотворительными проектами. Анастасия Пуляева, Станислав Потапов, Виктор Дьячковский, Якутск. Проверить свое здоровье бесплатно и быстро. Ежегодный всероссийский фестиваль «Будь здоров» стартовал на базе корпуса факультетов естественных наук СВФУ, приуроченный ко Всемирному дню здоровья. Подробности в сюжете. Фестиваль «Будь здоров» – огромная площадка, где любой желающий может узнать подробнее о состоянии своего здоровья. В этом участникам помогут более 20 различных специалистов медучреждений. Вот как раз-таки чек-лист по прохождению специалистов. Тут стоматолог, оториноларинголог, офтальмолог, разные врачи. И по разным врачам, по станциям вот ходим и собираем вот подписи, проходя обследование. У них бегунки закончились. Вот, я посетил стоматолога, сказали, очень хорошие зубы. Вот, стоим в очереди на аллерголога. Фестиваль на самом деле очень хороший. И вот, мне кажется, что многим студентам и ученикам он помогает, потому что не каждый могут проходить медосмотры, а тут все можно узнать о состоянии своего здоровья. На фестивале также работают интерактивные зоны города здоровья, где можно поучаствовать в спортивных квестах, пройти занятия об отказе от вредных привычек и попробовать вкусную и полезную еду. Вот, например, колбаса. Она из семечек подсолнуха сделанная. И вот десерты у нас есть и паштеты. Паштеты из цельнозерновой муки и фасоли, нута, хум и тыквенных семечек. Для студентов-медиков фестиваль также отличная возможность для практики, ведь большинство представленных специалистов – проходящие ординатуру врачи, а на лекциях о здоровье выступают члены общественного движения «Волонтеры-медики». Данная акция очень интересна для самих студентов-медиков. Тут некоторые специалисты тоже ординаторы, они обучаются, то есть на каких-то специальностей, и они могут тоже получается, практиковаться на тех людях, которые сегодня пришли обследоваться. Главным событием фестиваля стало подписание трехстороннего соглашения между Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям, Молодежным центром «Патриот» и СВФУ об углубленном взаимодействии. В работе Министерства по делам молодежи это направление было одним из приоритетных. Мы всегда опираемся на университет, потому что здесь у нас основное количество студентов. И, конечно же, можно сказать, половина студентов-медиков, которые участвуют в нашей волонтерской деятельности, потому что здесь медицинский институт, соответственно, еще мы опираемся на базовый медицинский колледж, который у нас работает в городе Якутске, поэтому вот это две организации, которые вносят в эту деятельность очень большую работу и свою лепту. Фестиваль «Будь здоров» – место, где любой может больше узнать о своем здоровье, а также о методах, которые смогут его улучшить или даже спасти в чрезвычайных ситуациях. Мероприятия в рамках недели продвижения здорового образа жизни будут проходить до 10 апреля. Тимур Калмугоров, Артумен Наговицын, Якутск. Неделя космоса в Якутии. Подведены итоги первого регионального чемпионата «Воздушная инженерная школа». Участие приняли 24 школьника 6-8 классов из Якутска, Горного, Хангаласского, Амгинского улусов. Работа с командами началась еще в ноябре. Для юных инженеров провели ознакомительный интенсив, где состоялось знакомство с оборудованием и профильные лекции. На протяжении последующего полугода участники разрабатывали собственные модели ракет с бортовой электроникой, уделяя особое внимание инновационным решениям, включая новую систему аварийного спасения. В тройку лидеров вошли представители физико-технического и Амгинского лицеев, а первое место заняли воспитанники Дворца детского творчества.
Сейчас мы собрались с ними в прошедшие дни. Они доработали под нашим руководством свои аппараты, и вчера успешно мы провели запуски. А в целом ребята показали достаточно высокий уровень технической, теоретической подготовки, но над уровнем, скажем так, экспериментальным, инженерным еще есть куда расти, поэтому я думаю, что у нас еще много работы предстоит в ближайшие годы, и надеемся, что эта работа будет плодотворной. Более 55 тысяч куличей испекут к празднику Пасхи в якутском хлебокомбинате. Традиционно производство начинается за неделю до торжества, чтобы обеспечить жителей свежей праздничной выпечкой. О том, как проходят пасхальные приготовления, в материале Лилии Бурцевой. Уже в это воскресенье отмечается православный праздник Пасха. Вскоре полки города Якутска и пригорода будут наполнены куличами. Здесь, допустим, мы видим уже, что множество куличей уже произведено. Они украшены традиционной глазурью и разноцветной посыпкой. К примеру, здесь мы видим уже процесс именно украшения куличей, то есть сама глазурь, посыпки получается, и уже готовые украшенные куличи. Кулич – символ вечной жизни и духовного возрождения, который появился в русской традиции несколько столетий назад как обязательное угощение к Пасхе. В якутском хлебокомбинате сегодня иеромонах Никандр окропил готовые куличи и благословил работников, подчеркнув, что даже в производственном процессе важно сохранять духовный смысл. Именно это сочетание древней традиции и современного производства помогает доставить праздник в каждый дом по сей день. Только раз в год, в пасхальные дни, эти хлебобулочные изделия немного отличаются, потому что это пасхальные приготовления, пасхальные такие приношения для каждого из нас. И мы просили в этой молитве, в этом молебне о каждом из них, о их близких, о их родных, чтобы Господь благословил их намерения, подал им помощь Божию, и они бы смогли через свое производство и до каждого из нас донести радость светлого Христового воскресения. Рецепт, который не меняется уже более 25 лет, исключает любые компромиссы. Только мука высшего сорта, свежее молоко и яйца, натуральные дрожжи и природные присыпки. На приготовление одной партии уходит порядка 9 часов. Ближе к празднику производство станет круглосуточным, чтобы каждый мог встретить Пасху со свежим куличом на столе. Процесс изготовления куличей довольно-таки долгий, продолжительный. Сначала происходит замес теста. Тесто очень сдобное, с большим содержанием маргарина, сахара, ванилина, изюма, и поэтому ему нужно долго бродить. Порядка 4 часов у нас только бродит тесто. Дальше происходит обминка, и дальше тесто поступает на разделку. Делится на кусочки теста определенной массы, округляется, укладывается в формочки и далее направляется на расстойку. И уже в ближайшие дни полки магазинов будут украшены свежими ароматными куличами. Ну а главные ингредиенты, превращающие обычную выпечку в символ Пасхи, невозможно измерить граммами. Это усердие, молитва и особая любовь к Богу. Лилия Бурцева, Виктор Дьячковский, Якутск. В Якутске прошел республиканский этап деловой игры «Развитие моей малой родины». Учащиеся школы с 9 районов представили проекты по развитию своих населенных пунктов. О том, кто принял участие и какие идеи предложили ребята, узнаем в следующем сюжете. До выхода на заключительный этап команды прошли поселенческие и районные этапы. Школьники анализировали ситуации в своих районах и разрабатывали проекты, на которых им отводилось до 4 дней. На последнем этапе выступило 77 человек, которые рассказали о развитии своих территорий. Во-первых, я хочу выразить отдельную благодарность коллективу Центра инновационного развития и образования за то, что они придумали такой проект. Этот проект действительно очень важен как для формирования стратегии района, так и всей республики. Мы подошли очень ответственно. Команда Горного Улуса приехала в составе 11 человек. У каждого свой собственный проект, направленный на повышение качества жизни. Это и развитие сельского хозяйства, и туризм, а также современные технологические инициативы. Среди них проекты по развитию инфраструктуры. Мой проект был дорожная инфраструктура, именно создание справочника для улучшения дорожной инфраструктуры «Стройсол». Цель была такова, чтобы каждый человек мог построить свою дорогу из своего бюджета, и благодаря нашему справочнику, где будет там
как делается дорога, что для этого нужно. Мы считаем, что участие в таком большом проекте – это для нас большой и ценный опыт. Мы набрались опыта и, надеюсь, в следующем году мы еще раз поучаствуем. Участники Намского района также подошли к конкурсу с большой серьезностью, представив инициативы в разных направлениях, в том числе проект дрон-доставки между населенными пунктами и переработки сельхозпродукции. Все проекты направлены на решение актуальных задач. Проводится очень интересное и очень значимое мероприятие Министерством образования и науки нашей республики. Первый раз. И Намский район тоже основательно подготовился к этому конкурсу. Мы провели на наследственном, на муниципальном уровне отборочные этапы. На сегодняшнее мероприятие мы приехали обширной делегацией, поддержать наших ребят, и посмотреть, научиться новому у коллег с других районов. По итогам конкурса определят лучшие проекты в нескольких номинациях, а авторы сильнейших инициатив войдут в команду будущего развития республики и будут приглашены на бизнес-смены в Сосновом Бору. София Мельникова, Илья Сыромятников, Якутск. Школьники Якутска сшили самодельные талисманы для бойцов СВО. Игрушечные белые медведи отправятся военнослужащим из Якутии на передовую. Мастер-класс по их изготовлению прошел в рамках акции «Талисман для бойца. Белый мишка» по инициативе Якутского регионального штаба Комитета семей воинов Отечества. Впервые плюшевые мишки были сделаны в 2024 году в Нижнеколымском Улусе вместе с главой республики Айсеном Николаевым. С тех пор дети продолжили их мастерить, и всего за этот период бойцы получили более 200 мишек. Игрушки, сделанные руками детей, стали символами поддержки и веры в наших бойцов. Этот белый мишка, который придумала наша педагог Бережнова Валерия Святославовна, как талисман участникам специальной военной операции. Отправили бойцам с Нижнеколымского района, с республики Саха-Якутия. Также передали главе республики Айсену Сергеевичу и президенту Владимиру Путину. Мы тоже передали белого мишку. И сейчас дети проводят мастер-класс для учеников, учащихся города Якутска. Ну а в Нерюнгринском районе с размахом прошел муниципальный этап военно-патриотической игры «Зорница 2.0». В состязаниях приняли участие 35 команд, всего 350 юных патриотов, которые продемонстрировали силу, ловкость, знания и командный дух. Подробности у наших коллег. Муниципальный этап «Зорницы 2.0» длился 3 дня, и каждый день был полон испытаний и ярких эмоций. Младшая возрастная категория с азартом включилась в отрядные состязания и маршрутные игры. Ребята проявили смекалку и сплоченность, доказывая, что командный дух – один из главных залогов успеха. С каждым годом у нас увеличивается количество команд, улучшается их подготовка, ребята показывают все лучше и лучше результаты. Нерюнгринский район старается сделать так, чтобы мы из предложенных вариантов по федеральному положению мы забираем все, что предложено, и проводим все виды состязаний, которые предусмотрены. Участники средней и старшей возрастных категорий столкнулись с серьезными испытаниями: тестированием по военно-политической подготовке, индивидуальными состязаниями по военно-учетным специальностям, напряженной военизированной эстафетой, заданиями на выживание в экстремальных условиях. Ребята этого возраста также демонстрировали тактическую, строевую и огневую подготовку, основы радиационной, химической и биологической защиты. Самое сложное, как по мне, так это был этап выживания, потому что запомнить узлы и сплоченно собрать укрытие было не очень легко. Я здесь уже 2-й год, также учу узлы, занимаюсь, подтягиваю физподготовку. Здесь много интересного. Проверяется сплоченность команды. Также есть индивидуальные качества, которые можно развивать. Самым легким для моей команды показалась эстафета. Немного более сложным – это выживание в экстремальных условиях. Во второй день самым тяжелым для моей команды это показалось смотр строя. Все остальное прошло более-менее нормально. Вот третий день вообще прошел просто супер. Я пока горжусь своей командой, мне просто самые вообще лучшие, я ими горжусь. Заключительный день стал кульминацией игры. Участники средней и старшей категории вступили в захватывающую тактическую игру, где смогли в полной мере проявить силу характера, командный дух, тактическое мастерство. Готовятся, и то, что если прям удивляют некоторые школы, что в некоторых номинациях просто им нету равных, поэтому, значит, занимались.
Поэтому, я думаю, с каждым годом будет все интереснее и интереснее. На церемонии закрытия были объявлены результаты соревнований, определены победители в личных и командных зачетах. Впереди у команд победителей новые вызовы и возможность показать свои навыки на республиканском уровне Зорницы 2.0. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.